Тема дня. Крымский вечер с радио Крым Реалии. Ну что ж, а Крымский вечер на радио Крым Реалии продолжается. С вами в студию микрофона Лариса Воложина. У нас уже есть гость Скандер Бариев, глава Крымско-Татарского ресурсного центра. А говорить мы будем вот о чем. Но мы будем говорить только после того, как я напомню вам информацию о том, что вы можете слушать нас не только на частоте 105,9 FM, но и смотреть на наших Facebook и YouTube страницах радио Крым Реалии. И у вас есть также шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 810 06 926. Это для жителей Крыма, для жителей материковой Украины 044 490 29 05. Звоните, задавайте вопросы, комментируйте. А тема у нас вот какая. Вчера, 23 октября, в Киеве был представлен отчет, подготовленный Крымско-Татарским ресурсным центром о нарушениях прав человека в Крыму за 9 месяцев 2019 года. По данным организации, количество нарушений прав человека в Крыму значительно увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. За отчетный период, я цитирую сейчас, за отчетный период на полуострове зафиксировано 80 обысков, 126 задержаний, 169 опросов, бесед, 282 ареста, включая 213 случаев продления срока ареста, 578 случаев нарушения права на справедливый суд, 90 случаев на нарушение наивысшего достижимого уровня физического и психического здоровья, 69 случаев этапирования заключенных. И далее, как сообщил нам Крымско-Татарский ресурсный центр, количество нарушений прав человека в Крыму по сравнению с прошлым годом увеличилось. Ну что ж, мы готовы поговорить с Искандером Бариевым более подробно о том, что же содержится в отчете. Здравствуйте, Искандер. Добрый вечер. Вот жуткие какие-то данные, то есть уже сотни. И в вашем отчете содержится вот такая информация, что в списке политзаключенных 99 человек. Да. Из них 80 крымские татары. Вот это увеличение давления. Когда в момент презентации этого отчета вы сказали о том, что мы уже можем смело говорить о 3 тенденциях 2019 года. Первое – это увеличение числа преследований в отношении крымских татар и украинских активистов. Второе – это ужесточение наказаний, в частности, увеличение тюремных сроков по политическим статьям. И третье – это использование условий содержания как фактора давления. Как вы оцениваете, почему происходит вот увеличение числа задержанных, числа преследований и ужесточения? На самом деле Российская Федерация продолжает, как агрессор, продолжает репрессии на территории оккупированного Крыма. И в первую очередь, на наш взгляд, это целенаправленная политика, направленная на выживание или выдавливание неугодного населения в лице коренного крымско-татарского народа, проукраинских активистов и украинских и представителей украинцев, этнических украинцев. И понятно, что если мы проанализируем за эти 9 месяцев, то в основном, конечно же, преследовались по 3 так называемым делам. Это так называемое дело Хизбут Тахрир, это новые обыски, новые аресты, новые задержания, это дело свидетелей Иеговых. В основном они были зафиксированы в июне месяце 2019 года. Ну и это, конечно же, несколько случаев задержаний и последующих арестов по так называемому делу участия в вооруженных формированиях незаконных на территории иностранного государства. Но речь идет, конечно, о тех людях, которые имели или имеют отношение к общественной организации «Аскер», которая официально зарегистрирована в Украине, это во-первых. Во-вторых, по-другому еще называют батальон имени Нумана Челебиджихана. И поэтому мы видим, что Российская Федерация в первую очередь целенаправленно проводит политику формирования некого такого социального образа крымских татар как угроза исламского терроризма, угроза исламского экстремизма. И я думаю, это очень успешная, ну так в кавычках, кампания Российской Федерации для того, чтобы отдалить от Украины партнеров, отдалить от Украины круг друзей.
Понятно, что это в основном западный мир, западный христианский мир. И на фоне того, что беженцы приезжают именно с Ближнего Востока на территорию Европы, то понятно, что обычные европейские граждане, они начинают реагировать на эти процессы. Доказательство тому я могу сказать о своем участии на БДИПЧ ОБСЕ в сентябре этого года. И я непосредственно принимал участие на заседании, посвященном нарушению права на свободу совести и свободу религии. И я скажу так, что целенаправленно Российская Федерация не только привезла своих граждан, российских граждан, которых позиционировали и представители там ислама, представители христианства, даже представители иудаизма и Украинской Православной Церкви, тем самым пытаясь показать, что в России все хорошо, не нарушаются права. С другой стороны, они попытались продемонстрировать граждан других стран, которые негативно отзывались о так называемом, скажем, движении или партии Хизбут Тахрир. И там участвовали таджики, которые учатся в Москве, которые негативно говорили, таджики, которые привезены были с Таджикистана, узбеки и так далее. К чему я это все говорю? Таким образом создается некий фон, что есть действительно угроза исламского терроризма, и, соответственно, Российская Федерация борется с исламским терроризмом. Но на самом деле я считаю, что это наша команда считает, что все-таки это предлог, это инструмент, с помощью которого продолжаются репрессии и запугивается население, потому что все эти люди, о которых мы говорим, они, в отношении них не доказано, что найдены какие-то предметы, подтверждающие, что они имеют причастность к каким-то террористическим актам. Ведь у них статьи следующие. Первое – это участие в деятельности террористической организации, либо организация деятельности террористической организации, либо насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Во всяком случае, мы не видели никаких таких вот процессов на территории оккупированного Крыма для того, чтобы действительно их можно было бы обвинить по этим статьям. И вот как раз то, о чем вы сказали, ужесточение обвинений политзаключенных, да, это действительно мы наблюдаем такую тенденцию, и, к примеру, нами было зафиксировано, что за этот период, во всяком случае, как минимум 5 фигурантам были ужесточены статьи по статье 205.5, как раз участие в деятельности террористической организации, части 2, перевели в часть 1, непосредственно на организацию деятельности террористической организации. Да, таким образом мы видим, что потенциально 5 фигурантов по делу Хизбут Тахрир, в отношении которых изменили, скажем, ужесточили обвинения, можно ожидать, что оккупационная прокуратура будет выносить в отношении них максимальные сроки. И об этом мы должны говорить, и об этом должен знать весь мир. Или, к примеру, в отношении 9 фигурантов, 8 фигурантов второго бахчисарайского дела Хизбут Тахрир было возбуждено уголовное дело по статье 278, то, о чем я говорил. Это насильственный захват власти и также ужесточение именно статей, как я уже говорил, со второй части на первую. А есть какие-то доказательства, что кто-то планировал захват власти? И где эта власть должна была захватываться? Вот в том-то и дело. А есть ли у них доказательства? Вот на самом деле, насколько мы коммуницируем с адвокатами, с родственниками, мы даже вот при обысках не найдено никакой-либо литературы, никаких-либо схем для взрывов, никаких-либо элементов, из которых можно было бы изготовить взрывчатое вещество, взрывчатый предмет. Не было, скажем, никто из них не был, скажем, во время совершения этих там террористических актов. Ну и кроме того, давайте вспомним период дооккупационный. Ведь на самом деле существовала Хизбут Тахрир в Украине не запрещенная организация, и если люди позиционировались и говорили, что они имеют отношение к Хизбут Тахрир, причем зарегистрировано по украинскому закону, законодательству были ряд организаций, такая, как, например, Довет. И она действовала в рамках украинского законодательства. Она проводила, если мирные какие-то собрания, акции, мероприятия, то, в принципе, они не несли как таковую угрозу. И мы за весь этот период не видели ни одного или не сталкивались ни с одним как межконфессиональным конфликтом, межнациональным конфликтом, либо каким-либо террористическим этим актом. И поэтому здесь мы однозначно можем заявлять только об этом. Вот ненадлежащие условия содержания или условия
условий содержания. Вот как раз я бы хотел обратить внимание, что за этот период как минимум нами зафиксировано 9 человек, которые помещались специально в карцер, спецблок или штрафной изолятор. Таким образом, на людей оказывалось давление. Вот тут я хочу процитировать председателя комитета Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению. Это первый вице-спикер Крымского оккупационного парламента Ефим Фикс. Вот он 8 октября сказал, комментируя, что в Крыму 2 месяца уже нет омбудсмена, он сказал о том, что временное отсутствие уполномоченного по правам человека в республике не отражается на работе с обращениями граждан. И в частности, вот я сейчас процитирую, у нас активно работает служба бесплатной юридической помощи при министерстве, депутатский корпус, все обращения, поступающие к главе республики и Госсовету Крыма, получают моментальную реакцию. Глобальных вопросов, требующих немедленной реакции омбудсмена, нет. Обращения, поступающие из мест заключенных и содержание под стражей, рассматривает комиссия по вопросам помилования во главе с вице-премьером Игорем Михайличенко. Вот инструменты защиты прав человека в Крыму функционируют, отмечает Фикс. Вот он говорит о том, что все жалобы, которые поступают из мест содержания, что они рассматриваются и нет проблем. Вы говорите о том, что как раз проблемы есть. Тогда какие проблемы? Ну, смотрите, вот дело в том, что я только начал говорить о том, что именно переводят в спецблоки штрафные изоляторы, а также людей содержат в камерах влажных, где полная сырость и антисанитария, а также не учитываются религиозные убеждения и в пищу добавляют свинину. И речь идет, здесь в данном случае мы говорим не только о СИЗО в Крыму, мы в том числе говорим о СИЗО на территории Российской Федерации. А были обращения по этим поводам в местные власти? Да, об этом мы брали информацию от адвокатов, которые говорили, соответственно, они обращались в соответствующие органы. Ну и чтобы не быть голословным, я просто хочу привести пример собственный. Вот, к примеру, да, в декабре 2018 года в отношении меня был проведен Киевский суд, районный суд города Симферополя, обвинил меня по 280 статье, часть 2, о том, что я призываю к нарушению целостности Российской Федерации через средства массовой информации. Я об этом даже не знал. Меня, которого обвиняют, даже не предупредили моих близких родственников. Это первый момент. Второй момент. Оказывается, мне наняли адвоката, о котором я тоже не знал, который не связывался ни с моими родственниками, ни со мной. И уже в январе 2019 года уже на так называемую апелляционную жалобу адвоката, которого я не нанимал, апелляционный, так называемый Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу. То есть, когда я уже совершенно случайно узнал, благодаря нашим коллегам, правозащитникам, я напрямую попытался выйти на этого адвоката и попросить, и мы просили, чтобы мне предоставили мое дело для того, чтобы дальше заниматься этим делом. Этот адвокат отказалась. Она говорит, вы меня не нанимали, я вам не обязана ничего давать. Вот теперь давайте сравним, для чего они это делали. Как может адвокат защищать мои интересы, если я не знаю, что меня защищает адвокат? Как же и у меня складывается другое впечатление, что это была целенаправленная политика, направленная на то, чтобы я не имел информации, что тайно проведены суды, о котором не знаю ни я, ни мои родственники, и в один прекрасный момент, потому что они заочно арестовали меня на 2 месяца, объявили международный розыск, для того, чтобы я не мог, соответственно, отреагировать на эти процессы, и при нахождении в той или иной стране меня могли бы арестовать без суда, содержать 2 месяца и, соответственно, этапировать, экстрадировать на территорию оккупированного Крыма или Российской Федерации. И, соответственно, там бы я бы уже пытался бы задним числом пытаться все доказать. Вот их правосудие, вот их, скажем, защита прав человека. И вот подобные вещи, конечно, они громко могут заявлять, и Фикса я знаю много лет, и я не исключаю, что он политик, которому можно сегодня сказать, а завтра просто отряхнуться и отмазаться от своих слов. И поэтому здесь однозначно, согласно Женевской конвенции, оккупирующая страна, страна-оккупант, она обязана создавать условия для защиты, скажем, людей, проживающих на оккупированной территории. Но при всем том мы видим, что эти
органы, они больше репрессивные органы, которые борются, наоборот, с инакомыслием. Они борются с проукраинскими активистами и коренным народом для того, чтобы выдавить эту категорию граждан, и нет людей, нет проблем. Ну, мы, в свою очередь, готовы предоставить слово представителям крымских властей для того, чтобы они высказали свою позицию, вот в частности, господину Фиксу, но пока идем вот дальше. Вот смотрите, в вашем отчете значится в списке политзаключенных 99 человек, 80 из них крымские татары. В отчетах других правозащитных организаций цифра другая. Как это объяснить? Дело в том, что здесь, наверное, первая и основная проблема в том, что в Украине нет закона о политзаключенных и нет четкой дефиниции, кого мы можем воспринимать или кого мы можем считать политическими заключенными. В принципе, как и в мире нет четкого такого понятия. И поэтому здесь у нас получается ряд правозащитных организаций дают цифру 87. Причем они говорят просто политвязни или политзаключенные Кремля. С нашей стороны мы говорим о политических узниках или политических заключенных Кремля, Крыма. То есть из Крыма. И наша категория граждан, о которых мы говорим, и ту цифру, которую вы назвали, 99, но сегодня я уже могу подправить на 98, потому что буквально вчера прошел суд над Абиловым Рустемом, его вынесли решение об штрафе 100 тысяч рублей, и, соответственно, насколько я предварительно имею информацию, вроде бы его отпустили. Но, во всяком случае, на момент отчета мы говорили 99 человек с учетом его. Так вот, у нас из 99 человек, вы правильно сказали, это 80 крымские татары, 88 это те люди, которые имеют отношение к Крыму, либо родились, либо жили в Крыму, либо те граждане Украины, которые были арестованы непосредственно в Крыму. И, соответственно, из 88 человек, 88 человек из 99 это те люди, которые находятся в колониях, уже на территории Российской Федерации или в Крыму, и в СИЗО, как на территории Российской Федерации, так и в Крыму. И 11 человек – это те люди, часть из них находились в СИЗО, и сейчас им были вынесены приговоры и находятся под арестом, им вынесены сроки условно. И, к примеру, Казим Аметов, у него на ноге браслет. Он не может, за его домом постоянно проводится слежка, за пределы двора своего дома он не может выйти, у него ограничена свобода. И, соответственно, вот такой, как Казим Аметов, или, к примеру, Бекир и его сын Мустафа Дагемиджи, или Асан Чепух, но Асану Чепуху допускают выходить в город только из-за того, что ему необходимо посещать систематически врача, потому что его довели до инсульта. И поэтому вот здесь у нас и получается, что разнятся цифры. Кроме того, в наших списках нет 3 политвязнев, политических заключенных, которые есть у наших коллег. Это Кияшко Игорь, это Александр Шумков и Виктор Шур, потому что они не имеют отношения к Крыму, они не были захвачены в Крыму. Но, в отличие от других, у нас есть еще в списках Леонид Пархоменко, Дмитрий Долгополов, Анна Сухоносова и Максим Филатов. Это люди, которые идут по делу украинских диверсантов. И, соответственно, понятно, что появлялись разные спорные вопросы, в частности, Дмитрия Долгополова мы можем рассматривать политзаключенным или нет, потому что он был военнослужащий украинский, потом оказался в военно-морском флоте Российской Федерации, но сегодня насколько он изменил родине или нет, нарушил присягу Украине или нет, это не наша компетенция, это пусть компетентные органы Украины разбираются. Мы, как правозащитники, должны говорить о следующем. Дмитрий Долгополов, первое, это гражданин Украины, которого за шпионаж, не просто, а статья чисто политическая, за шпионаж арестовали оккупационные власти. И, соответственно, также арестовали за шпионаж его сожительницу Анну Сухоносову. И они уже этапированы непосредственно на территорию Российской Федерации. Поэтому в данном случае мы должны бороться за наших граждан, которые находятся в заключении или их свобода полностью ограничена. Здесь у меня к вам вопрос. Олег Приходько есть в вашем списке? Да. Вот у нас на связи Назим Шихмамбетов.
крымский адвокат, гражданский правозащитник, и который как раз занимается делом Олега Приходько, и мы хотим подробнее поговорить об этом деле. Здравствуйте, Назим. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Вот недавно появилось сообщение о том, что это уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Олегу Приходько в СИЗО не передают необходимые ему препараты. Об этом Денисова написала в своем фейсбуке. Что сейчас с лекарствами? Есть ли возможность передать их? Да, действительно, на протяжении прошлой недели Олегу Аркадьевичу по каким-то непонятным на данный момент причинам не передавали препараты. Надо сказать, что Олег Аркадьевич до задержания регулярно принимал препараты в связи с заболеванием кишечно-желудочного тракта и заболеванием по линии урологии. Вот. Мы в тот же день направили обращение в администрацию СИЗО с жалобой, чтобы данную ситуацию нам разъяснили, была проведена проверка, и все-таки лекарства были переданы. На данный момент я не владею информацией, была ли передана ему или нет, поскольку он содержится в следственном изоляторе, и мне не представлялось возможным его посетить. Запланировано на завтра у нас мероприятие, и в понедельник предъявление обвинения Олегу Аркадьевичу. Я думаю, что в это время я уже буду владеть информацией, и надеюсь, что все-таки лекарства ему своевременно были переданы. Есть ли какие-то надежды, что его выпустят досрочно, либо выпустят под домашний арест в связи с тем, что у него есть проблемы со здоровьем? Говорить о досрочном освобождении не приходится в Крыму. Вот вы обсуждали тему, связанную с Сазанагач Чапухом и Бекирагади Герминджи. Это люди, в частности, Бекирагади Герминджи, человек, который в отношении которого уже сотрудники медсанчасти СИЗО дали заключение, что он не может содержаться в СИЗО, однако Киевский районный суд города Симферополя не принял это во внимание по формальным причинам, сказав, что была предоставлена копия, а не оригинал этой справки, и отказал. Бекир Ага, Эдем Ага Бекиров, человек, в отношении которого Европейский суд по правам человека в порядке статьи 39 вынес в качестве обеспечительных мер требования к властям Российской Федерации, чтобы они его освободили и обеспечили ему надлежащее медицинское обследование и лечение, однако это решение фактически выполнено не было. И оно по факту было выполнено только когда было уже политическое решение по обмену. Мы надеемся, и мы будем прикладывать усилия, чтобы в отношении Приходько какие-то механизмы все-таки были более эффективными на местном уровне, вот, чтобы все-таки его здоровье не скатилось до критического. Вот, поэтому мы сейчас принимаем все возможные меры. В том числе мы стараемся говорить со следователями ФСБ и с администрацией следственного изолятора, чтобы они все-таки к этой ситуации были немножко вне политики, хотя я понимаю, что это крайне-крайне маловероятно. Спасибо, Назим. С нами на связи был Назим Шейхмамбетов, крымский адвокат Олега Приходько. Напоминаю, что Олег Приходько был задержан, ему предъявляется на сегодняшний момент обвинение в попытки или в планировании подрыва Сакской городской администрации, то есть администрации города Саки. А мы возвращаемся к Искандеру Барееву. Вот из того, что сейчас вот вы рассказываете, у меня возникло какое-то странное ощущение, что тема терроризма поднята на штандарт. Потому что вот, например, недавно телеканал «Звезда» в программе «Открытый доступ» просто посвятил половину программы разговору, рассказам как раз про Хизбут Тахрир, и там гости в студии, эксперты, говорили о том, что украинская СБУ создала Хизбут Тахрир в 2010 году для осуществления терактов на территории России и Европейского Союза. Вот прокомментируйте вот это. Ну, здесь тяжело мне комментировать, кто создавал Хизбут Тахрир или насколько причастны СБУ к созданию Хизбут Тахрир. Во всяком случае, насколько я знаю, что в Крыму люди, которые пытаются или хотят соблюдать, скажем, ислам,
и выполнять все обряды, и, соответственно, живут именно по тем законам, которые были предписаны, скажем, пророком, здесь им создаются серьезные проблемы. Ведь на самом деле многие из тех людей, из тех политзаключенных, которые по делу Хизбут-Тахрир обвиняются, причем обвиняются не в терроризме, то здесь мы можем сказать, что многие из них это люди с высшим образованием, это люди, которые занимались волонтерством, это люди, которые помогали детям, это люди, которые занимались правозащитной деятельностью, к примеру, Сервер Мустафаев, да? Это или Марлен Асанов, это тот бизнесмен, который всю жизнь занимался бизнесом, помогал детям, помогал людям. И поэтому здесь мы должны однозначно сказать, что это моя субъективная позиция, может быть, не каждый с этим согласится, но, по-моему, Российская Федерация использует Хизбут-Тахрир как предлог для того, чтобы просто найти причины и обвинить людей. И поэтому на ОБСЕ, на том заседании, про которое я вспоминал, они однозначно и системно, с мемориала был выступающий, он говорил, что нужно в России отменить закон о том, что Хизбут-Тахрир является террористической организацией. Так, они пытались найти примеры в других странах, что тоже Хизбут-Тахрир запрещен, и с другой стороны, они пытались показать, насколько он опасен. И это целенаправленная информационная пропагандистская политика для того, чтобы просто преследовать людей. И я уверен, что эта политика связана с тем, чтобы контролировать Крым и выдавливать неугодное население. Ну вот на слушаниях в ЕСПЧ Россия отрицала все требования жалобы Украины о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму и признала свой контроль, начиная с 18 марта 2014 года. В частности, российская сторона говорила о том, что доказательства Украины ничего не стоят, так как их подготовка осуществлялась неправительственными организациями, которые, цитирую, финансируются Соросом и частным правительством Нидерландов. И до этого, это в марте месяце, уже бывшая уполномоченная по правам человека в Крыму Людмила Лубина, она критиковала тогда заявление Госдепа США о преследованиях, о правах человека в Крыму, и она сказала, что я так понимаю, что украинские миссии хотят, чтобы в Крыму была дестабилизирована обстановка, устраивались теракты, стремление к этому вызывает у них даже я даже не могу сказать документики, писульки, которые они все время пишут. Это гибридная война, которая ведется западными странами против Крыма. В свою очередь, Людмила Лубина тоже говорит о том, что вот все эти резолюции основаны на материалах, которые были получены не из Крыма, что это украинская точка зрения. Но это не только украинская, или это, скажем, это больше точка зрения правозащитных организаций, которые собирают информацию. Причем по каждой этой информации, которая нам помогают наши активисты. Ведь и в том числе активисты пытаются коммуницировать со многими жертвами обысков, жертвами тех арестов и так далее, для того, чтобы эти материалы можно было бы доказательно приложить как доказательную базу. Это и протоколы, это и определения, это и предостережения и так далее и тому подобное. И на самом деле, чем грамотнее, и к этому идет процесс, чем грамотнее наши правозащитники, наши активисты будут на территории оккупированного Крыма, тем больше и качественнее мы будем собирать доказательную базу. Ведь на самом деле, когда, в частности, Крымско-Татарский ресурсный центр непосредственно оказывал содействие адвокатам в деле Украины против России в Гааге, в Международном суде ООН. И мы как раз-таки помогали собирать материалы, которые необходимы. И когда адвокаты просматривали, необходимы были дополнительные документы, мы, конечно же, связывались с теми людьми и, соответственно, собирали материалы, насколько у них есть, и чтобы эти материалы были подкреплены документами, потому что мы понимаем, что в любом случае нужны будут доказательства. Ну и с другой стороны, мы же видим реально, что люди сидят. Реально продолжаются аресты, продолжаются обыски. И вы правильно сказали, в нашем отчете мы четко показывали тенденцию. Какие-то категории были идентичны с прошлым годом, какие-то в 1,4 раза, какие-то в 2 раза увеличились. И это продолжается. И поэтому первой причиной все-таки является сама оккупация. Ну что ж, на этом мы закончим разговор с Искандером Бариевым. У нас был Искандер Бариев в студии, глава Крымско-Татарского ресурсного центра. Эту программу для вас провела
была Лариса Волошина, но мы на этом и не заканчиваем, конечно же, разговор о правах человека в Крыму. До свидания.